Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Отработали на четверку. Всегда есть к чему стремиться. Итоги совместных российско-абхазских антитеррористических учений. Омикрон наступает. Детская поликлиника столицы переходит на усиленный режим работы. Каким должен быть народный депутат? Опрос программы на улицах столицы. Впервые в истории Абхазии в республике проводятся масштабные совместные абхазо-российские антитеррористические учения. Отработали на четверку. Всегда есть к чему стремиться. Так оценил председатель службы госбезопасности Роберт Киут итоги совместных российско-абхазских антитеррористических учений. Подробнее Надежда Боровикова. Спустя несколько дней репетиций в центре Сухума проходят показательные антитеррористические учения. На площади Свободы высшее руководство Абхазии, а также главы всех задействованных ведомств. Всего в учениях принимают участие 500 человек. По легенде, к зданию сгоревшего Совмина подъезжают члены условной диверсионно-террористической группы и, захватив заложников, укрываются в здании. 2 бронетранспортера блокируют подъезды к Совмину, а автомобиль террористов проверяют на наличие взрывчатки. Сначала кинологом с собакой, а затем специальным роботом для разминирования. В здание заходит переговорщик, но по легенде террористы не идут на контакт. Спустя несколько минут над крышей Совмина зависает вертолет с десантной группой. Параллельно штурмовая бригада с бронещитом проникает на первый этаж и начинает продвижение к помещению, где удерживают заложников. Десантная бригада с помощью альпинистского снаряжения выходит на исходный рубеж перед командой «Штурм». По команде происходит подрыв окон и вход бойцов в здание. Снизу в это же помещение заходит штурмбригада с бронещитом. Слышна стрельба, террористы обезврежены, заложники под контролем. На 3 автомобилях прибывает группа конвоирования. Они выводят заложников на улицу и обеспечивают их безопасный отъезд. По легенде, во время осмотра этажа бойцы обнаруживают террориста. Его ликвидируют пулеметной очередью из зависшего вертолета. Здание зачищено, заложники в безопасности. Руководитель операции подполковник Атумава докладывает руководству о ликвидации. Сразу после учений построение. Председатель службы госбезопасности Роберт Киут приветствует бойцов из России и Абхазии. Здравствуйте, товарищи специалисты. В первую очередь хотел бы поблагодарить всех вас, пожелать вам успехов, благополучия, самое главное здоровья. За короткий промежуток времени вам всем удалось очень красиво, правильно, все хорошо, выверенно провести работу. Задача, которая перед вами стояла, была выполнена в полном объеме, что характеризует вашу непосредственную подготовку. В антитеррористических учениях были задействованы специальный отряд быстрого реагирования МВД, бойцы Центра специального назначения и отдела сопровождения оперативных мероприятий СГБ, а также других подразделений МВД, МЧС и Министерства обороны. С российской стороны в учениях приняли участие спецы из подразделения ЦСН Федеральной службы безопасности. Сегодня были проведены, на самом деле, впервые в истории республики из наших спецподразделений такого рода мероприятия совместно с нашими коллегами из ФСБ. Данное мероприятие было вообще, в принципе, организовано с учетом, в первую очередь, внешних угроз, которые существуют, и, соответственно, внутренних различных проявлений террористического и другого характера. Для первого этапа я считаю, что ребята проявили себя достойно, и впредь, я думаю, будет еще красочнее, еще лучше. Мы хотим, чтобы наши граждане поддержали нас в этом, как говорится, проявляли бдительность и вообще в целом, чтобы этого у нас в стране не было. В будущем совместные российско-абхазские учения будут проводиться чаще и масштабнее. Учения с привлечением дополнительных сил Минобороны и других ведомств пройдут в море и в горной местности. Все для того, чтобы быть готовыми отразить атаку с любой стороны. Надежда Боровикова, Георгий Кутарба, Абаза ТВ. Президент Абхазии Аслан Бжани обсудил вопросы безопасности с руководителями силовых ведомств. Как сообщает пресс-служба главы государства, в ходе телефонного разговора председатель СГБ Роберт Киут проинформировал главу государства о масштабных совместных абхазо-российских антитеррористических учениях, которые прошли в Сухуме. Киут отметил, что они прошли успешно. В них участвовали около 500 человек из МВД, СГБ, МЧС, ГСО Абхазии, ФСБ России. О результатах регулярных рейдов по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют главе государства доложил министр внутренних дел Вальтер Будба. Президент поручил усилить работу в этом направлении, а также вести контроль за ранее отключенными объектами.
Глава МВД также проинформировал президента о факте пресечения сбыта наркотического вещества в особо крупном размере. Аслан Бжани обратил внимание силовиков на необходимость усиления работы по обеспечению действующих ограничительных мер по противодействию распространению COVID-19. В ходе телефонного разговора президента с руководителями силовых структур обсуждался ряд других актуальных вопросов. Об эпидемиологической ситуации. Согласно сообщению оперативного штаба, за 30 января тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 207 человек. Диагноз подтвержден у 143 из них. Общее число выявленных заболевших коронавирусом составляет 43 337 человек. Зарегистрировано 594 летальных случая. Выздоровели 36 489 человек. Между тем, с 31 января вынуждены перестроить формат работы все пункты по забору проб на COVID-19. Головная ПЦР-лаборатория при СС в Сухуми временно останавливает свою работу. 90% сотрудников имеют положительный тест на COVID. Работа ПЦР-лаборатории в Ичимчире и Гагре продолжается. В связи с этим объем проб, которые могут освоить ПЦР-лаборатории, сокращается с 1200 до 500 в сутки. Большую часть пациентов переведут на экспресс-тестирование. Каждый заборный пункт будет обеспечен экспресс-тестами на определение антигена. Омикрон наступает. Детская поликлиника столицы переходит на усиленный режим работы. За последние 3 дня наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусной инфекции среди детей. Лабораторный именно штамм омикрон не подтвержден, но, по словам медиков, симптоматика схожа его течению. Как рассказала главный врач детской поликлиники города Сухум Ада Абухба, только в субботу, 29 января, было принято 73 ребенка. У 64 из них подтвержден ковид. О том, куда обращаться, если у вашего ребенка подозрение на ковид, расскажет Анастасия Никонова. Ингалируем Себирадуал 15 капель на 2 из раствора утром, вечером. Врач-педиатр Эсмагуния сегодня дежурная в ковид-кабинете детской городской поликлиники. Пациенты заходят один за другим. После планового осмотра врач ставит диагноз и назначает лечение. Либо, если ребенок уже несколько дней болен коронавирусной инфекцией, педиатр отслеживает течение болезни и дает рекомендации. Соблюдайте изоляцию, старайтесь меньше контактировать с людьми, которые в зоне риска, то есть это со старшими, с вашими взрослыми. Как отмечает главный врач Сухумской городской поликлиники Ада Абухба, только за последние 3 дня, с 29 по 31 января, в учреждение обратились 73 ребенка. У 64 подтвержден ковид. В связи с этим мы перешли на новый режим работы поликлиники. То есть, чтобы облегчить участь этих больных детей и родителей, мы открыли 2 кабинета. То есть, хочу сказать, что это один кабинет, который с торца ковидный, и второй кабинет – это вход для больных детей на 1 этаже, тоже с улицы вход, 15-й кабинет. Сейчас работают 2 дежурные бригады врачей и 4 медсестры. Много сотрудников поликлиники, по словам Ада Абухба, больны ковидом и находятся на карантине. В связи со сложной эпидобстановкой решением Управления здравоохранения администрации Сухума всем лечебно-профилактическим учреждениям поручено прекратить доступ посторонних сопровождающих детей лиц. А городской, детской и поликлинике номер 3 в Синопе прекратить прием соматических больных. Исключение лишь для температурящих пациентов. Я хочу сказать, что, конечно же, вдруг, если возникает такой случай, когда какой-то соматический ребенок, по другому заболеванию, но не связано с простудой, такое может быть. Мы всегда, конечно, примем его. Там и у окулиста, и невропатологи, и ортопед у нас работают. Так что обратиться они могут. Еще раз хочу напомнить номера телефона, по которым родители могут обратиться в поликлинику. Регистратура 226 42 15, либо 226 42 14. Кроме того, я хочу сказать, что все дети находятся на дистанционном лечении, то есть они связаны со своим участковым врачом, без внимания, без лечения никто не остался. Если какие-то вопросы, всегда могут позвонить и мне, и вот на эти телефоны мы всегда найдем решение проблемы. Определить лабораторно новый штамм коронавирусной инфекции в детской поликлинике не могут, но симптоматика схожа с так называемым омикроном, который зафиксирован в республике совсем недавно.
То есть первое, очень высокая заражаемость и, слава богу, относительно легкое течение. И третье – это в основной контингент детское население. Вот. Теперь то, что касается лечения. Лечится, как обычная вирусная респираторная инфекция. То есть это санация носоглотки, это интерфероны в нос, то есть гриппферон, это обильное питье и жаропонижающие, нурофен или парацетамол. Говоря об общей статистике заболеваемости среди населения, главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик отметила, что в период с 27 по 31 января тестирования на COVID-19 прошли 3454 человека. По итогам проверки 1879 человек заражены. Эпидобстановка в республике сложная, напряженная, но если мы все не будем поддаваться, как я уже говорила, панике, этот штамм вируса, омикрон, очень легко, без тяжелых осложнений проходит у всех молодых, вакцинированных граждан и не дает никаких серьезных осложнений. Период изоляции при этом вирусе 5 дней. По приказу министра здравоохранения период изоляции сделан 7 дней. Через 7 дней пациент, который находился дома на лечении, и в первый день, когда он отзванивается в лечебное учреждение, его ставят на учет, через 7 дней может появиться в лечебном учреждении, куда он звонил, ему выпишут больничный лист, листок нетрудоспособности, и он благополучно выйдет на работу. Главный санитарный врач страны вновь призывает не паниковать, соблюдать меры профилактики и вакцинироваться. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза-ТВ. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки и увеличением количества заболевших коронавирусной инфекцией в администрации города Сухум в целях разрыва эпидемиологической цепи мэр Беслан Эшба подписал распоряжение об объявлении карантина в администрации столицы. Карантин объявлен с 31 января по 6 февраля. Работники администрации освобождены от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы. Кроме того, 31 января Беслан Эшба подписал распоряжение о закрытии на карантин дошкольных образовательных учреждений администрации города Сухум, сообщает сайт мэрии. Согласно распоряжению, они закрываются с 31 января по 4 февраля, а Управлению образования поручено освободить на этот срок работников дошкольных и образовательных учреждений от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы. Вакцинация в Сухуме временно будет проводиться только в городской больнице. Начальник управления здравоохранения администрации Сухума Ирма Воуба издала приказ 31 января перевести пункты вакцинации, расположенные в Сухумской городской поликлинике номер 3, и создать единый пункт вакцинации в городской клинической больнице. График работы установлен с 9:00 до 16:00, сообщает Апсны пресс. Глава администрации Гагарского района Юрий Хагуш подписал распоряжение о продлении ограничительных мер в Гагарском районе до 14 февраля 2022 года. Школы и детсады будут закрыты до 14 февраля. Сейчас о выборах. 29 января Центр избирком зарегистрировал 2 инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты. 31 января зарегистрировал 8 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты. 29 января Центр избирком зарегистрировал 2 инициативные группы по выдвижению кандидатов в депутаты. Рштуни Эрик Сагателович по Северному избирательному округу номер 4. Ардзенба Геннадий Аликоевич по Старопоселковскому избирательному округу номер 3. 31 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 8 инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты. Инапшба Руслан Антонович по избирательному округу номер 7, библиотека. Ачба Беслан Юрьевич по избирательному округу номер 7, библиотека. Ардзенба Тайфун Наимович по Первому Тпарчалскому избирательному округу номер 33. Касян Вагаршак Арамович
по Цандрыпскому избирательному округу номер 14, Асланзе Алхас Атарович по Центральному избирательному округу номер 6, Кмузов Аслан Борисович по Первому Тхуарчалскому избирательному округу номер 33, Зухба Лаша Анатольевич по избирательному округу номер 7, библиотека, Чачхалия Ираклий Заурьевич по Маякскому избирательному округу номер 8. Всего с 21 по 31 января зарегистрировано 100 инициативных групп и 5 политических партий. 21 января началась регистрация инициативных групп кандидатов в депутаты парламента страны. Уже поданы документы на имена десятков желающих баллотироваться в народные собрания. Среди них политики, врачи, нынешние парламентарии, учителя, бухгалтеры. Но каким должен быть народный избранник, по мнению обычного горожанина? Мы провели опрос на улицах Сухума. С его результатами ознакомит Илана Казанба. Депутатом парламента может быть избран гражданин Республики Абхазия, достигший на день выборов 25-летнего возраста. Не могут избирать и избираться граждане, признанные судом недееспособными, и граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Еще в депутаты не может баллотироваться президент страны, члены Кабинета министров Республики Абхазия, лица, занимающие официальные посты в государственном аппарате и органах судебной власти. Таким образом, очевидно, что требования к народным избранникам более чем демократичные. Оттого, возможно, недовольство законодательным органом среди граждан растет от созыва к созыву. Так какими еще качествами, кроме перечисленных, должен обладать депутат парламента? Прежде всего образованным, во-первых. Во-вторых, как когда-то сказал Деголь, он должен иметь мужество пользоваться своим умом. Честным, добропорядочным и доступным для простого люда, народа. Ну, мне так кажется. Законом запрещается ограничение прав граждан на участие в выборах в зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, рода и характера занятий, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных взглядов. С этим отчасти не согласен историк Игорь Марыхба. Он считает, что законотворцы своим примером должны популяризировать и развивать абхазский язык. Такие уже сейчас, по-моему, перевелись. Нету даже. Все ринулись, как будто это мода. Вот, я многих биографий знаю, они даже никакого жизненного опыта нет. Просто диплом, наверное, имеют о высшем образовании Абхазского госуниверситета и все. А там надо законы писать. А ведь они не будут писать. Это с одной стороны. С другой стороны, абхазского языка как следует не знают. Ни одного текста они не могут написать по-абхазски. А законы по-абхазски написать, это там своеобразная своя специфика есть, своя терминология там есть, устоявшаяся. И получается, что народный, значит, да, он народный избранник. И вообще парламент Абхазии фактически на абхазском языке не могут сессию провести. Не зная все это, значит, он что будет переписывать русские законы, даже переписывать на абхазском языке не сможет он перевести. На русском, с русского на русский, значит, плагиатством. Вот. Потому эти многие конституционные законы, которые парламент принял, законы не работают в Абхазии. Они повисают в воздухе. Это реальность. Пусть кому-то, может, это не понравится. Я не могу, значит, не говорить то, что я думаю. В истории абхазского парламентаризма был один состав народных избранников, вошедших в летопись абхазской действительности как «золотой созыв». Это был первый состав Народного собрания после того, как Верховный Совет был преобразован. Среди его членов Давид Пилия. Ему мы также задали вопрос, каким вы видите нынешнего депутата? Во-первых, скажем так, безупречная чистоплотность. Он должен быть образованным, иметь достаточный опыт работы по своей профессии. Конечно, должен быть у него жизненный опыт, опыт общественной работы и, конечно, быть публичным человеком. То есть это фигура, то есть депутат парламента, он часто должен встречаться со своими избирателями, с населением Абхазии, выступать и проводить пресс-конференции. Вот. Ну, одним словом, он постоянно должен быть на виду у общества. И очень важно,
чтобы этот человек был, конечно, очень ответственным. Мышление его было именно государственным. Не хуторские, не какие-то свои, значит, интересы, а должен видеть в первую очередь интересы общества и государства. Сегодня минимальный возрастной ценз для кандидатов в депутаты составляет 25 лет. Его также надо повышать, считает Давид Пилия. Обратившись к законам соседних стран, узнаем, что в России парламентарием можно стать уже в 21, а в Грузии с 21 ценз повысили до 25. Похожие показатели в европейских странах, но, как показывает практика, законодательные и исполнительные органы перечисленных регионов в последние годы преимущественно стареют. Молодые люди, имея такую возможность, все реже баллотируются. Совсем иначе дела обстоят в нашей стране. Ибо она определяет законы, по которым живет общество, то есть правила игры. Это взаимоотношения общества и государства, взаимоотношения членов самого общества. Вот. И потому, конечно, молодому человеку там пока рано. Да? Ему надо подрасти. Давайте посмотрим опыт работы европейских парламентов, других стран. Да? А там просто нет молодых людей. Там люди уже, значит, седые, да, с достаточно солидным возрастом. К сожалению, опыт политической работы вообще он формирует 20-30 лет. Он формируется к 50 годам. Такова природа политика. И ничего ты с этим не сделаешь. Среди опрошенных есть мнение о том, что депутат должен все же обладать базовыми человеческими качествами и не забывать о своих избирателях, добравшись до заветного кресла. Честным должен быть депутат, больше самое главное, честным должен быть. Для государства надо думать, а не за свой карман. О людях надо думать. Кто его избрал, надо, и о них тоже надо думать. Помогать. Больше не знаю. Мы должны надеяться на депутата, правильно? А думать о нем, то, что у нас есть спина какая-то. Чтобы подошли со своими просьбами. У нас у многих просьбы есть какие-то. А не так, чтобы выбрал и все, и он готов ради себя что-то сделать. Ради народа, ради нас. Мы же жители Абхазии, мы сухумчане. Мы хотим что-то доброе, чтобы к нам относились добро. И мы будем также относиться к ним, как они к нам. Между тем, как бы ни рекламировали себя будущие кандидаты, только от нас с вами зависит, кто в итоге будет представлять главную законодательную ветвь власти государства. Выборы в Народное собрание страны пройдут 12 марта. Илана Казамаса, Срыква Гухава, Аваза ТВ. Несколько аварий на линиях электропередач произошли в столице в воскресенье 30 января, рассказал спутник начальник СУЭС Тимур Джинджоли. По словам начальника СУЭС, в диспетчерскую службу Черноморэнерго поступило много заявок, на которые реагирует одна дежурная бригада. Самым сложным участком на тот час он назвал район Турбазы. Джинджоли считает, что основные возможные причины поломок связаны с повышенной нагрузкой на энергосети. С ночи 29 января из-за аварии на подстанции НИИПИТ без света оставались центр Сухума и район рынка. Электроснабжение удалось восстановить к полудню 30 января. Печальная весть. Министерство культуры Республики Абхазия выражает соболезнования по случаю ухода из жизни руководителя Международного фонда культуры Фазили Искандера Шазины Аграба. Шазина Аграба была руководителем Международного фонда культуры Фазили Искандера, владелицей художественной галереи мастеров современного искусства «Шазина», учредителем и организатором Международного фестиваля культуры Фазили Искандера «Стоянка человека», который проходил в Абхазии и Российской Федерации при поддержке Министерства культуры Республики Абхазия. Яркая, творческая, креативная личность. Она была предана любимому делу, безгранично любила свою родину, принимала активное участие в общественной и культурной жизни Абхазии. Уход из жизни Шазины Аграба – невосполнимая утрата для творческой интеллигенции и всех тех, кто ее знал и любил, говорится в частности в соболезновании Минкульта Абхазии.
Московская абхазская диаспора выражает глубокие соболезнования по случаю смерти руководителя Международного фонда культуры Фазили Искандера Шазины Аграба. Это невосполнимая утрата для всех нас, для ее семьи и для нашей страны. Тонкая, интеллигентная, одновременно открытая, сильная, глубоко мудрая, безгранично преданная своему делу и любимой Абхазии. Шазина, как никто другой, умела увлечь своими идеями и замыслами. Ее ценили за многогранную полезную деятельность по продвижению творчества абхазских художников, за личную преданность Фазилю Искандеру и его семье, работу по сохранению для нас и для всего мира его великого наследия. Шазина была открытым и честным патриотом своей родины. Ее тревога о судьбе абхазского народа и его культуре была неподдельной, всегда очень искренней. Мы навсегда сохраним в своем сердце благодарность и память о Шазине Аграба и глубоко скорбим вместе с семьей в эту трудную минуту, говорится в траурном адресе. Государственный русский театр драмы имени Искандера выражает глубокие соболезнования по случаю ухода из жизни руководителя Международного фонда культуры Фазили Искандера Шазины Аграба. Спорт. Команда «Агу» – серебряный призер зимнего кубка Сочинской городской федерации футбола, сообщается на странице клуба в Facebook. 30 января финальный матч зимнего кубка Сочинской городской федерации футбола между командой «Агу» и футбольным клубом «Алания» завершился со счетом 3-1 в пользу «Алании». Во втором тайме абхазская команда осталась в меньшинстве, что существенно усложнило борьбу за победу, отмечается в сообщении. Воспитанники Бзыбской школы бокса завоевали 3 золотые и 1 серебряную медаль на открытом турнире в Ессентуках, сообщает сайт Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту. Первые места завоевали Дамир Хеца, Алмаз Алиасажеба. Андрей Ябидзе стал вторым. Спортсменов тренируют Михаил Манукян и Геннадий Оксанич. Всего в соревнованиях приняло участие 400 атлетов. Турнир был посвящен ветеранам бокса России. Он проходил с 26 по 30 января. Абхазскому атлету Демьяну Липсай присвоили звание кандидат в мастера спорта России по кюкюсинкай, сообщает Государственный комитет Абхазии по делам молодежи и спорту. Норматив каратист выполнил на чемпионате Южного федерального округа по кюкюсинкай. Соревнования проходили с 4 по 5 декабря 2021 года в Волгограде. По итогам турнира Липсай занял 1-е место. Абхазский спортсмен попал в сборную Волгограда. В ее составе он будет участвовать в чемпионате России. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник, 1 февраля, в Абхазии облачно с прояснениями. Погода, температура воздуха ночью 4, днем плюс 8 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.